семинар является частью более обширной программы, более широкого такого проекта. Сегодня первый семинар в Камрате. Предполагаем организовать в Тирасполе и в Кишиневе впоследствии. Тема сегодняшнего семинара – это доступ к информации, в первую очередь. То, что очень важно в сегодняшнем дне, потому что мы почувствовали, что наши журналисты сталкиваются с проблемой доступа к информации, и это очень важно для потребителей, наших граждан. Предполагается, что будут 3 лекции от представителей Камрата, Кишинева и Тирасполя. Впоследствии будут дискуссии и практические занятия после обеда. Цель всего проекта – создание сети журналистской, которые впоследствии будут помогать друг другу освещать самые злободневные проблемы, которые находятся и на местном уровне, и на центральном уровне. Не секрет, что зачастую на местном уровне проблема видится совсем по-другому, чем в столице, в Кишиневе. Поэтому мы решили, что, создав такую сеть, мы смогли бы помочь и нашим молодым журналистам с Кишинева понять лучше то, что происходит на местном уровне, но и нашим коллегам, в данном случае с Камрата и Тирасполя, то, что происходит в Кишиневе, и каким образом можно было бы совместно эти проблемы освещать. Мы уже сегодня заполнили все эти адреса, у нас будут эти контакты, они в первую очередь встречаются сегодня в Камрате, потом они еще встретятся в сентябре, они встретятся в Тирасполе, потом в октябре встретятся в Кишиневе, и тоже те же самые участники, они встретятся 3 раза, они практически будут работать вместе. Естественно, мы создадим такую платформу, такой нетворкинг, где они будут работать все вместе и где они будут общаться, и еще они в ноябре еще один раз встретятся, еще с высокопоставленными чиновниками во всех этих 3 городах. И у них будет возможность вот после этого создавать такие контакты хорошие. Вот эту платформу предоставим им, чтобы они смогли легче общаться и легче найти информацию, когда им это нужно. Так много в последние годы наши политики говорят о том, что есть какой-то водораздел между нашими народами. Нет никакого водораздела. Мне кажется, есть большая ошибка наших политиков, что неумение слышать друг дружку создало какие-то барьеры. И я очень рада, что неправительственные организации делают шаг в сторону уничтожения этих барьеров, потому что встречаться с журналистами вместе на любых территориях, вот это и есть объединяющий фактор. И мне кажется, что сегодня вот такая добрая попытка это сделать. И очень хорошо, что мы сегодня, как мне кажется, будем говорить о таких очень актуальных, как многие из вас подметили, законах, о доступе к информации и о прозрачности принятия решений. Если мы говорим о демократическом обществе, то эти законы уж явно дают первый, я не знаю, большой карт-бланш для того, чтобы представитель гражданского общества чувствовал себя крепко стоящим на ногах. У меня есть права. Попробую вам открыть несколько секретов журналистских, которые были наработаны опытом, подтверждены неоднократно. Как сделать так, чтобы журналиста уважали и чиновники, и те люди, которые обязаны по закону, как упомянул уже мой коллега, давать информацию, но почему-то не хотят этого делать. То есть я за то, чтобы журналист был тем самым охранным псом, Кеннеди-Паза, как его называют, чтобы это была действительно гражданская 4-я власть, которая не дает дремать тем, кто прекрасно сидит в своих креслах и чувствует себя комфортно и думает, что так будет всегда. Что важно, что в этом семинаре участвуют молодые перспективные журналисты, которые в будущем, может, эти мосты упрочат, да, и мы забудем про все барьеры, которые находятся между нами. Также я бы был очень рад, если создалась бы сеть между вами, и когда у вас в будущем, я говорю про молодых журналистов и не только, я говорю даже про себя, если в будущем у вас будут контакты, вы сможете обмениваться связями, мнениями, позвонить в Тирасполь или в Камрат, или в Кишинев, если спросить или меня, или других коллег с этого семинара, что на самом деле происходит в той или иной части страны. Так что good luck, как говорится на английском.